Друзья, мы сегодня отправляемся в Вилюйский район, где находится якутская топливно-энергетическая компания ЕТЭК, где добывается голубое золото Якутии. Благодаря им мы проживаем в тепле, в суровых климатических наших условиях. ЕТЭК это предприятие, которое снабжает газом практически всю левобережную сторону, центральные некоторые районы нашей республики и, естественно, нашу столицу, город Якутск. И поэтому мы хотим познакомить вас с этой интересной компанией, как они добывают газ, попутно газоконденсат и так далее. И я думаю, что эта поездка и это путешествие будет интересным не только для нас, но и для вас. Ну что, поехали? По дороге мы поедем через Горный Улус, село Бердигистях, и заедем туда к Августине Филипповой, знаменитому модельеру. Это тоже очень интересно. Мы продолжаем цикл передач «Промышленный туризм». В прошлый раз мы рассказали про выморозку судов на реке Лена. Это уникальное решение ремонта судов. Я думаю, что вам было интересно. А сейчас мы продолжим рассказ про якутскую топливно-энергетическую компанию. Сегодня мы недалеко от Якутска остановились и должны накормить нашу землю, дорогу, чтобы доехать до поселка Кызылсыр, который находится в Вилюйском районе, в 550 километрах от Якутска. И эта история ЕТЭКа, она очень интересная. В 60-х годах здесь нашли, даже в 50-х годах нашли здесь большие залежи газа, нефти. И после 60-х годов уже началось освоение этих газоконденсатного месторождения. И сейчас ЕТЭК является главным поставщиком газа в центральные улусы нашей республики. ЕТЭК добывает голубое золото, газ нашей республики. И у них очень хорошая программа по экологии, так как мы находимся на вечной мерзлоте, и необходимо бережно относиться к нашей земле. И эту программу мы рассмотрим. Знаете, мы должны покормить нашу землю перед нашей поездкой. На пути в Кызылсыр мы заглянули в гости к Августине Николаевне Филипповой, знаменитой якутской мастерице, модельеру и художнику. Филиппова рассказала нам о разработке новой коллекции одежды по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. Это Пушкин модельлері тоққа балар, духовность етігер тұралар. Онда тегілен тұралар. А так, көкіміз балықпын сетелбет ағам. Оңыр батағым бақшы, таңағым суақ болан. Оны тебігін тияна қалын таңаспын, олын тойбын. Үлілән керен бар иқтақпын. Тоғы мантан Пушкины ұлы бүттейді. Оғырдақтан өттәхей Пушкин историялары өлбей ұлаттақ бүтте. Оны оғы дектергер болады. Осының тоғы өйдәбәт оғы кенін бұрыстойды үчөй байды Пушкиннаға, үчөй байды доступны оғы әптәқін ғырый бұд. Онтан улахан жонларға бұна как загадка кәннер мандық тұқтар түхеріп, сұр еребет. Қолабыра, я там был, мед пил, опил. По усам протекло, и в рот не попало деньги. Августина Николаевна нашла множество сходств в сказках великого поэта с якутскими сказаниями. Именно поэтому модельер решилась на воплощение такой интересной идеи.
Мы доехали до Вилюйского улуса. Как раз здесь находится Якутская топливно-энергетическая компания. Вот мы доехали до Вилюйского района, и здесь мы на границе. Вы видите такой обелиск, это посвящен якутскому хомусу. На макушке хомуса находится знак Вилюйского газа, то есть где добывает газ Якутская топливно-энергетическая компания. На самом деле якутский инструмент, он вот такого размера. Это варганный инструмент, называется хомус. Звук у него вот такой. И это было благословение. Кто смотрел меня, это получается, я вас благословила на добро, на благополучие, на здоровье. Но я только учусь играть на хомусе. Если вы хотите посмотреть настоящее звучание хомуса, надо посмотреть видеоклипы Ольги Подлужной и Юлии Кривошапкиной. Меня зовут Крамаренко Максим, я инженер-технолог цеха добычи компании Пауитек. Сейчас мы с вами находимся на производственной площадке компании в поселке Кысылсыр. Непосредственно это у нас узел первичной подготовки газа, установка комплексной переработки УКПГ-2. Вот за моей спиной находится операторная, а там в той стороне находится сама установка, про которую сейчас я вам расскажу, когда мы туда дойдем. Чтобы понятно было, как мы подготавливаем наше голубое топливо. То есть это газ подходит, какая-то смесь или что-то образуется? Да, получается у нас по тайге разбросаны скважины, они соединяются трубопроводами, как паутина, все стекается сюда. Вот. Кроме левого берега, левый берег реки Вилюй, там своя сборная сеть. Вот, также все скважины стекаются туда. Вот, и оттуда по газовому коллектору приходит сюда. Вот. И отсюда подаются на Якутск, да? Да, здесь мы готовим. Получается, смесь, которая приходит со скважин, она трехфазная, то есть и газовая часть, жидкая часть и пластовая вода. Вот, и здесь наша задача отделить все три компонента, вот, чтобы газ подготовить по ГОСТу, нашему стандарту российскому, вот, и поставить, получается, в магистраль Сахатранснефтегаза. Вот сейчас за нашей спиной это блок входных ниток, то есть каждый трубопровод это какая-либо скважина, которая приходит сюда. Здесь они объединяются в один газовый коллектор, и потом это трехфазная смесь газа, пластовой воды и газового конденсата, она поступает на разделение в сепараторы, которые мы сейчас посмотрим. Вот получается, по левую и правую руку от меня находятся две технологических очереди, пропускной способностью каждая по 5 миллионов кубометров газа в сутки с пиковой нагрузки. В данный момент они обе находятся в работе, и газ, когда идет по направлению от скважин в магистраль, на своем пути он встречает первым трехфазный сепаратор. Вот он слева одной очереди, и справа от меня он там, это на другой очереди. Задача данных входных сепараторов это отделить капельную жидкость, конденсат от газа, вот, также механические примеси, всякую, допустим, ржавчину с трубопроводов, частички, кусочки породы, на некоторых месторождениях парафины. Все это грубая вот эта консистенция, она отделяется здесь, у него внутри перегородки, всякие ситечки, вот, здесь отделяется капельная жидкость и их примеси. А куда она уходит, это грязь? Получается,
по нижним трубопроводам у нас отводится жидкость, Мгм. а по верхним трубопроводам у нас отводится газ. То есть А, здесь это у нас комплекс предохранительных клапанов от превышения давления. Вот, и непосредственно газ отводится с верхней части. После того, как элементарные частицы и капельная жидкость у нас, говоря на нашем инженерном языке, отбились в сепараторе первой ступени, через который мы сейчас с вами прошли, вот, у нас газ уже подготовлен частично, но не осушен. То есть мелкодисперсная молекулярная жидкость в нем еще присутствует. И нам, чтобы он соответствовал ГОСТу и чтобы его поставить потребителям, надо досушить. Вот. И чтобы его досушить, здесь используется метод осушки низкотемпературная сепарация. То есть мы снижаем температуру газа до минус 49, минус 55. И при таких температурах жидкость, которая во взвесе находится, молекулярная, она также осаждается из газа. Как бы выпадает в осадок, и газ становится полностью сухой. Вот в этой жидкости содержатся такие ценные продукты, как пропан-бутановая фракция. А как вы Вот. заморозку осуществляете? Заморозку мы осуществляем путем физического такого явления, как эффект Джоуля-Томпсона. Давление на входе со скважин, которое к нам приходит, мы поддерживаем порядка 95 килограмм на сантиметр квадратный. То есть очень сильное давление. А давление на выходе в магистраль у нас порядка 45 килограмм. И за счет вот этой разницы, за счет перепада давлений, получается, мы достигаем минусовую температуру, но не полностью. Вот. Как я уже повторюсь, это эффект Джоуля-Томпсона. Мы его можем в домашних условиях увидеть, когда заправляем зажигалки с газовым баллоном. То есть, когда газ выходит и меняет давление, мы чувствуем холод. Или антиперспиранты, которыми мы пользуемся, также, когда мы пользуемся, ведь даже иногда носик может инеем покрываться. То есть, с понижением давления на килограмм мы получаем потерю в температуре где-то на 0,3 градуса. Вот. И за счет перепада мы достигаем температуры газа где-то минус 15, минус 20 градусов. И дальше газ у нас поступает в рекуперативный теплообменник. То есть он проходит через него несколько циклов, охлаждая сам себя. И тем самым нагнетается температура до 45 минус 50 И летом градусов. тоже? Летом тоже. Вот здесь круглогодично вот такая атмосфера, наросты льда, потому что труба ледяная, и влага, которая находится в воздухе, она на ней конденсируется и замерзает. Здесь так круглогодично. Даже когда летом у нас плюс 30, здесь всегда лед, всегда холодно. То есть ракета, она и летом, и Да, и зимой, и летом. да? Постоянно вот в таком состоянии. Не используете вот естественный холод, например, 50 градусов? Он не помогает? Он нам помогает, но как бы здесь такая температура все время. Вот летом окружающая среда, она немножко даже у нас холода забирает, а зимой, да, он нам идет на пользу. Вы сказали, что там остается очень такое, отделяете что-то или... Да, за счет низкотемпературной сепарации мы отделяем мелкодисперсную жидкость, она представлена пропан-бутановой фракцией. Мы потом, Для чего она используется? вот на другой установке, куда мы дойдем с вами попозже, мы подготавливаем наш газовый конденсат, его стабилизируем и попутно извлекаем пропан-бутановую фракцию, она сжижается, и мы поставляем на рынок республики пропан-бутан автомобильный. Как в жиженном виде, да? Да. И какой глубины они, эти скважины, тоже скажете? Глубина скважин от 3 до 4 тысяч метров. Газ у нас находится в недрах нашей земли, в пластах. Вот. Пласты из себя представляют что-то типа, как знаете, пемза камень. Вот, он такой пористый. И вот он пласт на глубине, допустим, 3000 метров, он такой пористый. И когда мы добываем газ, мы пробуриваем скважину до этого пласта, и из этих пор получаем приток газа. То есть он там находится под большим пластовым давлением, порядка 300 килограмм. То есть это такое невероятное давление, которое может
очень сильно навредить, если будут какие-то ошибки в проектировании или какая-то некачественная, неправильная добыча, поэтому мы всегда стараемся быть на страже этого всего. Вот, сейчас мы с вами находимся у последнего аппарата в нашей технологической цепочке. Вот, это низкотемпературный сепаратор. Вертикальный сепаратор, который покрыт льдом. После того, как я уже сказал, газ проходит первую ступень сепарации, потом проходит у нас узел редуцирования, где понижается давление, потом проходит теплообменник, где он сам себя захолаживает за счет рекуперации, и потом он поступает как раз вот в данный низкотемпературный сепаратор, где последние капельки жидкости, которые мешают газу дойти до состояния товарного, они вот в нем как раз выпадают в осадок и отводятся. И из купола данного сепаратора уже выходит полностью осушенный газ, который готов к подаче потребителям. Ему остается пройти узел учета газа. Это комплекс, который берет поточный анализ этого газа, показывает его фракционный состав, считает его часовое и суточное количество, и после этого узла учета газа газ считается проданным АО «Сахатрансгаз». А вот, в принципе, объем такой же небольшой вот этого Объем резервуара. небольшой, объем Да, и получается, у него отходов не так много? 20... Каких отходов? У нас отходов нету. У нас газовый конденсат, который с нижней части отделяется, жидкость, мы перерабатываем и продаем. Это ценное топливо. В северных районах Якутии он используется как котельное топливо, там целые поселки отапливаются на нем. Вот в период навигации, получается, мы его будем грузить на танкера, и они по Вилюю будут подниматься вверх в северные районы. Это тоже очень интересно. Вот. Объем аппарата 25 кубометров, полный, геометрический. Давление его работы это 45-60 килограмм. Вот. Он на всю никогда не заполнен. У него заполнена только нижняя кубовая часть, чтобы не было выноса. А газ как раз проходит через отбойник, вот, потом через сетчатые фильтра патрона, которые в верхней части аппарата стоят. И уже сухой газ выходит через купол. А вот как раз сетчатых фильтров патронов капельная жидкость стекает в кубовую часть и отводится. Она отводится. Отводится, Понятно. да. Пошлите, я сейчас вам покажу. Дома у нас, допустим, водопровод есть, и водопроводная вода иногда идет под таким, большим давлением, что аж неприятно. Так вот, это давление всего лишь где-то порядка 2-3 килограмм достигается, а то и меньше. Вот. А здесь у нас порядка 50 килограмм, то есть, представляете, да, во сколько раз больше? Да. И вот у нас здесь установлено специальное стекло, которое рассчитано на большое давление, то есть это давление оно выдерживает. Вот. И в этом стекле мы как раз видим плавающий уровень жидкости в этом аппарате. То есть вот это, как я уже сказал, газовый конденсат, который стекает с фильтров патронов в кубовую часть нашего сепаратора, он отводится с помощью клапана, и мы видим, как уровень плавает, это работа клапана. То есть, когда он идет на понижение, значит, клапан открыт. Когда он начинает расти, это значит, что клапан закрывается, а жидкость продолжает в сепараторе скапливаться. Сейчас мы с вами находимся в здании операторной УКПГ-2. За нами, за нашей спиной находится пульт управления, где оператор 24 часа на 7, 365 дней в году, за исключением остановочных ремонтов летом, это где-то 7 дней, ведет технологический процесс. То есть на пульт оператора у нас вводятся все технологические параметры установки, где мы с вами были. Это давление, температура, расходы, количество отходящей жидкости, количество газа с данного в СТНГ. Все это выводится сюда, и оператор за этим наблюдает, ведет журналы, ведет сводки, все это записывает, регистрирует и при необходимости корректирует технологический режим согласно заданных технологических карт. То есть должно быть всегда определенное давление, определенная температура, чтобы процесс осушки газа у нас был качественный и бесперебойный. Вот за этим как раз оператор у нас и наблюдает. Управление частично идет автоматическое,
в каком плане оператор может отсюда дистанционно, да, скорее правильно, дистанционно, не автоматически, дистанционно управлять, а частично все-таки по месту, выходя на установку и производя манипуляции с запорной арматурой, либо со штуцирующими устройствами. Также здесь у нас операторы находятся, это операторы по добыче нефти и газа, вот, они ведут технологический режим. Также они ездят на запуски, остановки всех скважин фонда, получается, в лес, в тайгу, где скважины находятся. Вот, производят запуск, остановку скважин. Так, на этой карте как раз мы можем увидеть, сколько у нас скважин, да, и где они расположены. Ну, да, это схема обустройства средневилюйского газоконденсатного месторождения. Мы видим, что оно у нас располагается на левом и правом берегу реки Вилюй. Здесь у нас поселок наш Кысылсыр, здесь установка комплексной переработки газа, где мы сейчас с вами находимся. Ну и видим, да, что как паутина, трубопроводы со всех скважин стягиваются к нам на УКПГ. Вот. А на левом берегу реки Вилюй мы имеем 2 газовых коллектора, один из которых находится в пойме, может эксплуатироваться только в те месяцы, когда Вилюй не полноводен. Вот. По газовым коллекторам газ поступает на СП, это сборный пункт левого берега, и по межпромысловому коллектору, который включает в себя подводный переход по дну реки Вилюй, попадает к нам на установку. То есть это круглогодичное получается снабжение? Да, у нас круглогодичное снабжение, но летом у нас, как я уже говорил, добыча газа падает до 2 миллионов в сутки, потому что снижается потребление республики. И в этот момент мы скважины левого берега останавливаем для того, чтобы там у нас присутствовал КРС, это капитальный ремонт скважин, вот, и также, чтобы скважины регенерировались, набрали свое ластовое давление и были готовы к эксплуатации следующей зимой. У нас гостиница называется КРС, мы думали, что это такое, оказывается. Да, это капитальный ремонт скважин. Вот. И вы задавали вопрос, сколько же у нас скважин? Да, у нас порядка сколько? 48 рабочих скважин, которые работают попеременно. Полный фонд работает только в зимний период, это декабрь, январь, февраль, когда республике нужен большой поток. Когда у нас суровый климат, когда у нас минус 60, да? Максим, когда мы заходили вот в это здание, девушка несла вот этот прибор. Что это? Да, мы с вами находимся в лаборатории химического анализа ПАО «ИТЭК», а конкретно это кабинет хроматографического анализа. Здесь у нас представлены поршневые пробоотборники для отбора пропан-бутановой фракции. Как раз мы с вами видели, как лаборант химического анализа нес уже пробоотборник, наполненный с отбора проб. Далее пробоотборник у нас подключается к хроматографу, вот, который у нас проводит анализ. Если мы взглянем на экран, то увидим, что идет анализ, вылазят различные пики, и потом лаборант эти пики будет расшифровывать и укажет нам, сколько же каких компонентов находится у нас в продукте. То есть это наш продукт, он из множества компонентов, где у нас представлены пропан, бутан, пентаны, изобутаны. И компьютер все эти компоненты выводит и показывает их процент соотношения друг к другу. То есть там уже идет регулировка, да? А Вот, сколько раз? Ежесуточный отбор проб, ежесуточный анализ. И согласно этих показателей мы сконтролируем качество нашей продукции. Вот, благодаря лаборатории. Это наши как бы глаза. Они нам показывают, и мы смотрим, что у нас в порядке, что не в порядке, что можно подкорректировать, где улучшить. Ну, вообще у нас пропан отличного качества. Мы находимся в лаборатории нефтепродуктов ПАО «ЕТЭК». Здесь мы проводим испытания контроля качества конденсата газового стабильного. Что это значит, если простыми словами так сказать? Ну, мы проводим испытания на соответствие стандартам качества. То есть мы проводим испытания и выдаем паспорт качества. Мы проводим такие испытания, как вот такой у нас аппарат повторит, давление насыщенных паров. Определение давления насыщенных паров. Фракционный состав. Это у нас полуавтомат, там есть автоматический прибор. Также вот здесь мы проводим испытания на определение содержания серы. Ну и здесь у нас плотность, определение плотности. Если, допустим, вот эти анализы мы сделали, и что-то можно корректировать как-то
содержание, допустим, или плотность? Ну, мы, допустим, да, мы проводим испытания. Если у нас все соответствует нашему СТО, стандарту качества, мы выдаем паспорт. Если не соответствует, мы передаем данные цеху переработки, они уже сами корректируют. Они уже там могут Да. изменять, да, это? Да, они уже корректируют, меняют режим. Это уже наша задача провести анализ. Максим, я хотел вот всегда узнать, вот почему вот горят факела? Факела, получается, у нас предназначены для экстренных и аварийных сбросов газовой продукции, чтобы она не сбрасывалась в атмосферу и не была взрывоопасным облаком, а сразу утилизировалась, сжигалась. То есть это только для аварийных ситуаций. Вот. Но также у нас раньше отводились продукты стабилизации газового конденсата. То есть газовый конденсат, он представляет из себя что-то похожее на минералку, только горючее, с содержанием мелких молекул газа. И наша задача при подготовке газового конденсата его нагреть, чтобы эти молекулы газа выпарились. Девать их раньше было некуда, поэтому они сжигались на факеле. То есть это получается как бы экологическое Да. мероприятие. Да, небольшой экологический, получается, след, за который ЕТЭК, соответственно, платил налоги и сборы. Но в 2021 году был на базе нашей компании реализован проект технического перевооружения, установка блоков эжекции на УКПГ-2. Блоки эжекции за счет ускорения потока газа, который мы добываем и сдаем в Сахатранснефтегаз, эжектировали, то есть засасывали, и продолжают это делать, засасывают наш газ деэтанизации, который образуется в результате подготовки газового конденсата. Это помогло снизить выбросы на наш факел где-то порядка 250 тысяч метров кубических в сутки. То есть раньше это сжигалось, а теперь это мы все, получается, непрерывное производство, все поставляем в магистраль. Ну, Вот. если мы уже начали говорить про экологию, какие вообще мероприятия проводятся, кроме того, что вот уменьшили сжигание? Вот. Также у нас построена, буквально введена в эксплуатацию 2-3 года назад станция биологической очистки. То есть все хозбытовые стоки, которые находятся у нас в поселке, которые находятся у нас на территории УКПГ, все они откачиваются вакуумной цистерной, привозятся на станцию биологической очистки, где микроорганизмы перерабатывают наши нечистоты, разлагая их на ил и воду. И, соответственно, ил потом он там складируется, а вода распыляется на факеле горизонтальном, который сейчас находится спереди от нас. Вот этот Да, факел да, как для раз этого вот получается. он работает, шумит. Вода, обычная чистая вода, она распыляется и испаряется. Ну, то есть это получается вообще на территории этой экологически чистая зона? Ну, относительно, да, у нас выбросы все минимализированы. И насколько мне известно, у ЕТЭКа есть также много экологических проектов, и связанных и с поселком, и с нашей промплощадкой. И с районом, наверное, да, Вилюйским да. районом. Река Вилюй Да. не загрязняется. Не загрязняется. То есть у нас вся система сбора, она герметична. Вот, спасибо, Спасибо большое. как говорят, за вас, за нас и за Вилюйский газ.